Братья и сестры, здравствуйте. В новостном потоке есть много интересного, приятного, неприятного. Сегодня немножко о приятном. Итак, в этом году исполняется 1100 лет со дня учреждения Аланской митрополии. Аланы – это самоназвание тех людей, которых мы называем осетинами, ныне территориально разделенными на Северную и Южную Осетию, но там еще все в процессе. Вот, так вот, эта земля и этот народ приняли христианство. Миссия аланская была при блаженной памяти, значит, императоре Льве VI из Македонской династии, а посылал миссию небезызвестный в истории патриарх Николай Мистик. И это была успешная миссия на Кавказ. Вообще Кавказ – это регион сложнейший, и уже даже по этновопросу это такой прям котел, кипящий нациями, которые не желают смешиваться. И этносы и субэтносы, они все языковая каша, такая там везде разные языки, они все знают свое. И там, в общем-то, проповедь затруднена, безусловно, множеством субъектов внутри маленького региона. Но Аланы – это один из немаленьких таких, значит, регионов сравнительно для Кавказа. И вот они были в 916 году успешно крещены, а уже в 922 году, спустя 6 лет после начала миссии, там уже была Аланская митрополия. И в этом году, повторяю, исполняется 1100 лет учреждения этой Аланской митрополии. Это не праздник только аланов, читай, осетин. Это праздник всей Российской Федерации, хотя бы потому, что с точки зрения культурной самые первые храмы на территории Российской Федерации, христианские храмы, находятся на территории Алании. Там примерно 3 значит, церкви, по-моему, насколько мне известно. Вот есть такой район, городище Архыз, которое нам известно по названию минеральной воды. Это тамошние места. И речка Зеленчук. Вот это Архызско-Зеленчукское поселение, этот регион, там древние, красивые, византийские, вот встроенные в красоту окружающих гор, так как потом мы видим потом в Грузии со своими особенностями в Армении, вот на территории РФ, это, значит, древнейшие храмы, посвященные Христу Господу на территории нашей страны. Поэтому праздник – это не только одних аланов. И что бы мне хотелось еще сказать, что вообще христиане на Кавказе – это такая особая категория людей, поскольку история, там же было много христианских народов. Допустим, все дагестанцы знают, допустим, что они были какое-то время христианами. А потом, после исламского завоевания, они сменили веру там, после 7 века. Вот. И как бы, христианство, оно же там как бы, живое под спудом. Это известно там, как бы, для многих, кто интересуется историей своей страны. Но аланы остались христианами, хотя, конечно, потерпели как бы, и влияние со стороны исламских миссионеров, так это назовем, хотя это не совсем так, да? И язычество, неуничтожимое язычество, плохо уничтожимое, оно временами воскресает и заменяет место, которое не хочет пустовать. Свято место пусто не бывает. То есть там ожило язычество, и празднование этого праздника, 1100-летия Аланской митрополии, как раз может встречать сопротивление со стороны а. индифферентности чиновничества, б. скрытых языческих симпатий. Вряд ли мусульмане будут против, там мусульмане наверняка тоже есть, но вряд ли они будут, как единобожники, они вряд ли будут против христианских праздников, поскольку у нас в этом отношении как бы нет конфронтации. А вот язычники или либерально настроенные и враждебно, соответственно, к религии, или индифферентные, просто такие спустившие рукава люди на местах, могут это дело все, так сказать, на вороных прогнать. Хорошо было бы, да, чтобы все аланы, вообще, где они, сколько там их не есть, там в Северной и Южной Осетии, чтобы они звонили во все колокола, совершали крестные ходы, богослужения, пели свои традиционные народные песни, водили хороводы, чтобы юноши соревновались там в каких-то там силовых и храбрых упражнениях, чтобы там девушки там что-то лепили традиционные пироги и так далее, чтобы это все прошло как бы в течение там дня, 3 недель, 2 недель, там месяца, чтобы эта вся Алания, чтобы, значит, наполнилась благоуханием кадила и колокольным звоном и произнесением имени Иисус Христос. Ибо это имя зазвучало на этих землях раньше, чем в Киевской Руси, ну, более чем лет за 70, даже больше.
вот, заранее. То есть они имеют некую пальму первенства даже в этом. Хотя потом история, конечно, отбивала их в сторону. Потом были времена второго крещения Алании, то есть Осетии. Это уже было в благословенные времена матушки Екатерины. Вот, то есть это все с трудом было. Но вот эту дату нужно отметить. Поэтому я обращаюсь сейчас как бы к кому хотите. Кто хочет, тот прочтет мое послание. Оно очень простое. Это великий праздник для этого народа, кавказского христианского народа. Одного из немногих христианских кавказских народов. Значит, это праздник требует пристального внимания к себе всех граждан этих двух республик, Северной и Южной Осетии. И, конечно, от начальников этого народа зависит сделать так, чтобы это действительно было такое духовное торжество, чтобы горы возрадовались, и солнышко с неба смотрело на веселящиеся горы, и имя Христово освещало вот эту всю прекрасную землю. Вообще весь Кавказ прекрасен, но каждый прекрасен по-своему. Так что Аланов с праздником нынешним, этого года наступающим, а вам всем мира и добра от Господа Иисуса Христа. Не забывайте, что вы христиане. До свидания.